Здравствуйте! К вашему вниманию мы сейчас предоставляем урок номер 2, урок татарского танца номер 2. Мы уже показывали урок номер 1, где мы показывали начальное обучение татарскому танцу. В этом уроке вы увидите татарский танец татар-мишар. Мишары, как всем известно, живут не только на территории Татарстана, но и по всей России разбросаны. И с каким народом они соприкасаются, и в творчестве и отражается движение, музыка. Вот если мишары живут рядом с марийцами, значит, у них присутствуют марийские дроби. Если живут с мордовцами, естественно, мордовские элементы. Если живут с Астраханью, астраханские мишары, у них есть элементы нагайских движений. Вот. В данный момент мы ездили в экспедицию по Саратовской области, и сейчас мы вам предоставим возможность посмотреть танцы саратовских татар-мишар. Мне помогают, значит, концертмейстер Ильнар Ильгизович Сафин, наш концертмейстер детского ансамбля танца «Мирас», и наши ученики, это Леонора Умерова, Рустем Хасанша, Джамиля Хамидинова. Меня зовут Умеров Давлят Исмагилович, я педагог, руководитель ансамбля танца «Мирас», ведущий научный сотрудник Государственного центра татарского фольклора. Для того, чтобы начать урок, соответственно, нужна разминка. Прежде чем начинаем урок, всегда делаем разминку. Для этого можно встать, ноги вместе поставить прямо и поднимаемся на полупальцы, спинку прямо, поднимаемся на высокие полупальцы на раз, два, наверх, на 3-4 опустились. Приготовились и раз, два, есть положение рук, часто встречающиеся. Значит, у девочек берем за юбку, значит, вот так берем, раз, и вытянутые руки. Вот так, за юбку взяли девочек. У мальчиков руки или за кушак, или руки за пояс. Ладошки к ладошке приставлены. Вот так. Так. Положение рук могут быть еще у девочек меняться за один кончик платочка, одна рука, другая за юбку, прикрывая платок, платком лицо прикрывая. Девочки, покажите, девочки.
шага может быть. Одна рука за пояс, другая на затылок. Вот такое положение рук. Руки в сторону вытянуты. Тоже положение рук такое. У девочек может быть положение рук необычное. У Мишарской вот, платком прикрываем лицо. Как известно, древние татарам нельзя было девушкам показывать свое лицо, и они прикрывали лицо платком. Вот, делали движение и танцевали вот так с прикрытым лицом. Или вот так прикрывали. Для чего это прикрывали лицо? А чтобы парень, мужчина не видел их лица до свадьбы, как бы до того, как им познакомиться, стесняясь, вот так прятали лицо. Нельзя было смотреть лицо. Все прикрывали. Вот. Основные движения это трехшаг. Могут быть встречаться трехшаг, тройной притоп. Вот попробуем сделать трехшаг. На низких полупальцах делаем. Раз, два, три. 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 Вперед. Назад. Перескоком из стороны в сторону. Вот это движение тоже встречается у Мишар. Вот это раз, два, три, раз, два, три, раз, два, по своей традициям, по своим сути, можно копать и копать. Очень много материала мы собирали, ездили по экспедициям в Саратовской области, и нам интересные игры показывали, вот, то есть, в частности, Тугаряк-Уен. Вот, можно вот просто взяться вот сейчас за руки, вот, круг. А в чем смысл этой игры Тугаряк-Уен? Круговая песенно-плясовая игра. В чем смысл этой песенно-плясовой игры? Вот. Нужно было ходить по кругу, по часовой стрелке. Обычно в эту игру играли ранней весной, как бы, вот как раз сейчас ранняя весна, вот ранней весной играли в эту игру, как бы, и по часовой стрелке крутиться надо было, кружиться. И почему по часовой стрелке? Как бы хотели быстрее ускорить приход весны, чтобы солнце светило ярче, чтобы быстрее настала весна, чтобы быстрее как бы, наступило тепло. Вот. Обычно в круговой игре играет молодежь нечетное число, количество человек. В данный момент у нас четное число. И вот нечетное число, количество человек, вот они идут по кругу. Сначала поют медленно, медленно поют. Как только начинается быстрая мелодия, они берут за руки, в паре берутся за руки, например, вот могут вот так взяться, вот так, в паре, да? Вот. И пошли вот это делаем. Выбирают пару.
Те, кто остался без пары, значит это ротозей. А шиповоз, он выходит на середину, нам исполняет что-то. Да? Понятно? Вот давайте сейчас попробуем вот эту сейчас круговую игру вспомнить. Значит, как мы делаем? Мы поем песню, идем по кругу. Например, все знаете татарскую. Вот, значит, повторяйте за мной. Алиран, галиран. Алиран, галиран. Алиран, галиран, алия, ля-ля-ли. Галиран, алия, ля-ля-ли. Алия, ля-ля-ли. Алия, ля-ля-ли. Ага. И тут быстрая часть начинается. Я субуе. Я субуе. Пошла сайры жайбуе. Пошла сайры жайбуе. Вот это быстрая часть. А кто медленно идем, а когда быстрая часть, мы выбираем пару. Кто не выбрал, тот остался в тазе. Ну, это просто вот так, условно. А мы идем сейчас по часовой стрелке движением 3 шаг. Раз, два, три, раз, два, три. А как только выбрали в паре танцуем раз, два, три, раз, два, три. И одновременно поем. Продолжаем петь. Пожалуйста, попробуем сейчас всех продемонстрируем. Это называется игра куи. Поехали. По часовой стрелке двигаемся и поем. И... Народное творчество до того богато вот всякими вот этими рисунками, движениями, что тут можно черпать и черпать, и очень интересные можно движения. Как из этого сделать танец? Как из этого, из таких простых движений, как казалось бы, придумать, сценически обработать и поставить танец на сцене? Но для этого, конечно, нужно совместно с музыкантами, совместно с музыковедами, и с режиссерски здесь построить, и должно быть какое-то драматургическое построение, движение, какое-то где-то кульминация. И вот это все выстроить в общий танец для этого. Вот. И вот, в татарском танце не только, значит, круг. Какие мизансцены могут быть? Это линия, могут быть сольные исполнения, может быть парные исполнения. И вот все это можно взять, как говорится, на вооружение и вот из этого выстроить танец. Ну, для начала давайте с вами разучим некоторые элементы движения татар-мишар. Ну, основное это татары-мишары очень любят дробить. Очень много часто встречаются дроби. И основные дроби это двойные дроби. Что такое двойная дробь? Двойная дробь это когда на счет раз бьем одной ногой 2 раза сразу. Раз, два, сразу. Вот так вот. 2 раза бьем. 2 раза сразу удар. Вот. Если есть такой удар один раз с подскоком, вот для того, чтобы разучить двойную дробь, кто не знает, ну для этого сначала нужно разучить одинарную хотя бы. Давайте попробуем с вами сделать пока одинарную дробь медленно. И раз, и раз. Это была подготовка к разучиванию двойной дроби. Вот прежде чем начать разучивать двойную дробь, мы сделали одинарную дробь, а теперь двойную дробь на одну ногу делаем. Пытаемся делать на одну ногу и раз. То есть на и подскочили, и раз. Тут сделали два удара правой ногой. Попробуем. И раз. И раз.
подскочить на правой ноге, а левую 2 раза ударить и проскользнуть чуть-чуть вперед. Руки на пояс, мальчики, девочки, зовите вверх. И хорошо, это была подготовка к двойной дроби. Значит, мы сейчас попробуем с вами сделать уже двойную дробь и с правой ноги, и с левой. Начинаем с на правую ногу, двойная дробь, а затем, прежде чем ударить, сразу двойную дробь на левую ногу. И так далее. Медленно сейчас попробуем, все вместе приготовились. И раз, и раз, и раз, подскочим. Подскочим. Прежде чем ударить, подскочим. Может, вокруг себя. Вот. Прежде чем удар сделать, нужно обязательно подскочить на опорной ноге. Подскочить, сделать двойной удар. И раз, и раз, и раз. Вот это принцип двойной дроби. Это двойная дробь. Вот. Теперь, что касается движений. Вот мы записали очень интересное такое движение. Стучат одной ногой. Дробь делают. И раз, и два. На счет. И выставляют ту же ногу в сторону. Двойная дробь, значит, с выносом ноги в сторону. Вот. Это движение как относится к сольному исполнению. Это можно сделать и синхронно сделать, но в основном мы видели, как это танцует сольно, вот это движение. Можно его исполнить и также и с другой ноги. Раз. Такое движение, да? Это чисто вот мишарских татар движение. Вот. Следующее движение, тоже движение именно мишарских татар, оно встречается на низких полупальцах, переносим раз, два, три, 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 раз, два, теперь руками сделайте размер. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Голова за рукой, смотрим сюда. И с руками и ногами. Раз, два, три, туда, туда. Раз, два, три, раз, два, три. Это больше напоминает девочки. Девочки вперед, видите, пожалуйста. Сделайте нам это движение. Ну, посмотрим. Пожалуйста. И раз, два, три. Раз, плавно. Раз, два, хорошо. У мальчиков более, может быть, более мужественнее сделать, можем сделать его с прыжком. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, прыжок наверх. Прыжок, прыгнул. Поджатый прыжок. Да? А девочки сделают так. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три,
когда прыгают, девочки сделали плие, присели. И с другой ноги. Попробуем все вместе. Приготовились. Мальчики делают свое, девочки свое. И... Хорошо? Получается? Так. Следующее движение. Значит, у нас синкопированные удары. Синкопированные удары. Выносим ноги вперед. Раз. Движение из стороны в сторону с перескоком.